Панорамные корпуса становятся все популярнее, их становится все больше и больше. Началось все с корпуса P5 Core от Thermaltake 10 лет назад. Затем в 2018 году был выпущен U11 Dynamic от Lian Li. И на самом деле Lian Li популяризировали этот дизайн. У нас сегодня на обзоре корпус из бюджетного сегмента, но он тоже панорамный. Имеет 3 вентилятора и стоит 60 евро. В DNS его можно найти за где-то 6 тысяч, может быть больше. Это Montec XR. У него на самом деле немного конкурентов, потому что у него достаточно низкая цена. Но стоит упомянуть, например, Deepcool CG 580, 530 или, например, Adata XPG Invader. У Montec на самом деле очень много корпусов панорамных, например, King 95 Pro, King 65, серия HS целая, или, например, Sky 2. Этот корпус основан на Sky 2. Но мы сегодня поговорим конкретно об XR, о его дизайне и о его термалках. Итак, передняя и левая боковые панели сделаны из закаленного стекла. Их достаточно легко снять, потому что у них есть клипсы в верхней части, и у боковой панели есть такое ушко, за которое ее можно поддеть и снять соответственно. То есть мы поддеваем за ушко, оно так отстегивается от клипс, и оно уже снято. Передняя панель немножко другая, у нее нет вспомогательного ушка для снятия, поэтому, когда вы сняли боковую панель, гораздо проще снять переднюю панель. Вот так вот. И теперь она снята. У передней панели внизу есть панель ввода, стандартная, у нее есть USB-C, кнопка включения и так далее. Понятное дело, разъемы для наушников, причем их два, один для микрофона, один для наушников. И сбоку у нас внизу есть такая перфорированная панель, которая крепится на корпус с помощью 6 винтов, то есть, если необходимо, ее тоже можно снять. Итак, задняя часть. Задняя часть у нас находится в стандартном месте крепления для 120 мм вентилятора или 140 мм вентилятора, то есть крепление есть. Далее 7 PCI расширений, понятное дело, это ATX корпус. Эти PCI заглушки можно снять и одеть обратно, то есть Thermaltake, Aerocool, бюджетные корпуса, учитесь. Тоже бюджетный корпус, но при этом снимаемые заглушки PCI. Ну и, конечно же, замок PCI, который такой интересный механизм имеет, такая дверца на петлях. Вот она так открывается и закрывается. Очень простой, но серьезный дизайн при этом. И, конечно же, ниже у нас блок питания, ничего особенного. Так, в нижней части у нас магнитный фильтр для блока питания. Магнитный. То есть он не на клипсах крепится, он крепится на магнитах. То есть теоретически его можно снять вслепую, не переворачивая корпус. Но одеть обратно его будет достаточно сложно, потому что у него есть такое углубление здесь на корпусе, куда этот фильтр помещается. То есть не перевернув корпус, будет достаточно сложно попасть именно в это углубление. То есть это будет сложность для педантичных людей. Ну и далее я уже снял два винта были, которые крепили корзину для жестких дисков внутри корпуса. То есть ничего особенного здесь нет. Правая часть не имеет ничего особенного, кроме перфорации в левой части. И она на всю длину идет. Эта перфорация сделана для вентиляторов, которые крепятся во внутренней части. О них поговорим попозже. И вот эти отверстия, они защищены со внутренней части магнитным фильтром. Так, снимаем боковую панель, и мы попадаем во внутреннюю часть. Боковая панель тонкая, и она вот такая прям гнущаяся, но это ничего страшного. Вот ее магнитный фильтр, который тоже по всей длине легко вставляется, одевается. И мы находимся в отделении для кабелей сейчас. Глубина этого отделения около 22 мм. Это достаточно. Когда я собирал компьютер, никаких проблем не было. Слева у нас два крепления под 120-мм вентиляторы, о которых мы попозже поговорим. Много креплений для хомутов. Montec дали в комплекте, вот когда я открывал корпус, было два вот таких вот хомута-липучки.
Это очень хорошо. И еще 2 есть в комплекте с винтами и так далее. То есть всего 4 вот таких хомута. То есть, возможно, вам даже не понадобятся пластиковые хомуты, но креплений по всему корпусу очень много, и это очень хорошо. Далее у нас крепление для 2,5-дюймового SSD. Такое интересное. Снимается с помощью ручного винта и сваливается, как можно увидеть. Прошу прощения. Крепится SSD прямо на вот это вот крепление и затем вставляется вот сюда. Могут быть проблемы с проводкой кабелей в SSD, то есть лучше предварительно эти кабели провести к нему и потом одевать это крепление на корпус. Отделение для блока питания достаточно широкое, вмещает в себя блоки питания ATX до 220 мм. Наш, понятное дело, маленький и очень легко туда вместился. На полу нет никаких подушечек, то есть, скорее всего, если вы неосторожны, можно теоретически поцарапать этот блок питания, но он все равно внизу, поэтому ничего страшного. Ну и у нас здесь есть по стандарту крепление для жестких дисков, корзина. Сюда можно вместить жесткие диски или SSD. У нас в нашем случае SSD здесь находится. И вот это крепление, корзину, ее можно сместить правее на 30 миллиметров примерно. Так, переходим в отделение для материнской платы. Оно большое и вмещает в себя графические карты до 420 миллиметров. Это массивные графические карты. Наверху можно закрепить радиатор до 360 миллиметров, но если радиатор широкий и шире, чем 25 миллиметров вместе с вентиляторами, то у вас будет очень трудный доступ для кабелей, которые выходят в верхнюю часть материнской платы. То есть у нас здесь, сейчас возьмем линейку, расстояние от верхней части корпуса до материнской платы примерно 25-27 миллиметров. То есть, учитывая то, что стандарт размера радиаторов примерно 25 миллиметров, может чуть больше, будет очень трудно провести кабели в материнскую плату с верхней части. Поэтому здесь нужно в любом случае задуматься. В правой части стенки в стоковой конфигурации у нас два 120 миллиметровых вентилятора, которые сейчас в нижней части корпуса находятся. В стоковой конфигурации они здесь, и у них реверсивные лопасти. То есть они эстетично выглядят, когда они закреплены здесь. Они работают на приток воздуха, понятное дело. Если мы смотрим стандартные вентиляторы, да, которые имеют обычные лопасти, то их придется перевернуть на приток воздуха, и тогда будет видна поддерживающая такая рамка у вентилятора, которая будет не очень эстетично выглядеть. Поэтому здесь очень неплохое внимание к деталям со стороны Montec. По стандарту в левой части корпуса у нас 120 миллиметровый вентилятор, который работает на выхлоп воздуха. Он обычный, нереверсивный, тоже ARGB, как и остальные вентиляторы. Ну и в нижней части отдела у нас кожух, который разделяет отдел блока питания и материнской платы. Этот кожух у нас перфорирован. На него можно закрепить 3 120 миллиметровых вентилятора. Сейчас вы видите 2. Если вы закрепите третий 120 миллиметровый вентилятор, то вы закроете отверстие для кабелей, которые идут в графическую карту, поэтому это нужно учитывать. Ну и отверстия, которые идут с боковой части в материнскую плату, они прорезиненные, они достаточно большие, то есть здесь небольшой плюс. Ну и отдельные заметки. Верхняя часть, про нее много не скажешь, у нее есть только фильтр магнитный, который защищает от пыли радиатор, если вы его туда установите. Далее подключение передней панели. Они выведены в одно подключение, это очень круто, потому что не часто такое можно встретить. Ну и, конечно же, то, что в комплекте у нас идут запасные клипсы для крепления стеклянных панелей, хомуты-липучки, много одноразовых хомутов, ну и динамик для дебага. Это очень интересное решение. Так, переходим к тестовой секции. Начнем с нормализованных шумов. В нормализованных шумах мы протестировали корпус в нескольких конфигурациях. И конфигурация А1 это где два 120 миллиметровых вентилятора, которые реверсивные, они находятся в боковой части на приток, один на выхлоп. Далее А1.1 это точно такая же конфигурация, но без фильтра на боковой панели. А2 это
Вентиляторы на приток находятся на кожухе блока питания. Это вот сейчас вы можете видеть эту конфигурацию. И А3 это один вентилятор находится на приток воздуха здесь, другой вентилятор находится в боковой части корпуса и один, понятное дело, на выхлоп. Нужно помнить, что в этом корпусе в стандартной конфигурации приток воздуха в компоненты происходит под углом 90 градусов, а не напрямую. Поэтому и температура компонентов при нагрузке может быть выше, чем у корпусов с прямым направлением воздушного потока. Вентиляторы XR на полной скорости выдают около 1560 оборотов в минуту и превышают наш порог нормализованных шумов на 4,5 дБ на расстоянии в 1 метр. Поэтому мы установили скорость на 57% или около 1160 оборотов в минуту. В конфигурации А1, полностью стоковая конфигурация, центральный процессор в стабильном состоянии прогрелся до 48,9 градусов выше комнатной температуры. Графический процессор в стабильном состоянии держал температуру в 58,8 градусов и 72,8 градусов в горячей точке. Еще немного, и графический процессор мог упереться в свой термальный лимит. В конфигурации A1.1 полный сток, но без бокового фильтра, процессор работал холоднее на 4 градуса по сравнению с конфигурацией A1, но графическая карта почти не поменяла рабочую температуру под нагрузкой – 57 градусов. В конфигурации A2 два вентилятора на приток на кожухе блока питания, один на выхлоп. У корпусных вентиляторов приоритет охлаждения на графической карте, поэтому центральный процессор здесь показал худший результат в 52,5 градусов ΔT, когда графический процессор показал лучший результат – 44,1 градуса. Конфигурация А3, где на приток один вентилятор на кожухе блока питания и один сбоку, и один вентилятор на выхлоп сзади, была самой сбалансированной конфигурацией стоковых вентиляторов в наших тестах при нормализованных шумах. Температура центрального процессора достигла 47,8 градусов выше комнатной температуры, графического процессора 47,3 градуса. Поэтому мы включим эту конфигурацию в сравнительные таблицы температур компонентов при нормализованных шумах. Montec XR в стоковой конфигурации охладил наш центральный процессор немного хуже, чем стоковый Deepcool CG560. Разница почти в 2 градуса. При этом в самой сбалансированной конфигурации А3 процессор был горячее всего на 0,8 градусов. Здесь мы сразу видим разницу между корпусами с прямым и угловым притоком воздуха. Разница между почти что лучшим корпусом в наших тестах и XR в стоке 6,6 градусов. При этом в любом случае XR показал здесь неплохой результат для центрального процессора. Стоковая конфигурация вентиляторов Montec XR не акцентирует внимание на охлаждении графического процессора, поэтому с температурой в 58,8 градусов XR показал пока что худший результат нашей таблицы. Разница со стоковым CG560, тот что со злым фильтром, почти в 10 градусов. Как мы уже говорили ранее, графический процессор был очень близок к своему термальному лимиту. При этом XR в конфигурации А3 показал себя в охлаждении графической карты на 1,8 градусов лучше, чем CG560. Но несмотря на это, в стоковой конфигурации XR уступает всем корпусам, участвующим в наших тестах. Теперь перейдем к стопроцентной скорости вентиляторов. Здесь мы также протестировали корпус в нескольких режимах скорости вентиляторов. А4 – это где корпусные вентиляторы на 100% скорости, но при этом графический процессор в режиме нормализованных шумов, то есть около 55% скорости. И А5 – это где все вентиляторы, включая графический процессор и так далее, на 100% скорости. В конфигурации А4 графическая карта не превышала нашего порога нормализованных шумов, но корпусные вентиляторы на 100% скорости имели уровень шума в 44,2 дБ, поэтому эта конфигурация не включена в предыдущую тестовую секцию. В этой конфигурации центральный процессор нагрелся до 46,63 градуса выше комнатной температуры. Это на 1 градус ниже, чем в сбалансированной конфигурации А3, и почти на 2,5 градуса ниже, чем в стоковой конфигурации при нормализованных шумах. При 100% настройке всех вентиляторов сборки центральный процессор в стабильном состоянии держал температуру в 45,1 градуса
что на 1,5 градуса ниже, чем в конфигурации А4, и почти на 6 градусов выше, чем наш лидер таблицы Aerocool D501A в стоке. Конфигурация А4 почти никак не помогла температурам графического процессора. Разница между стоковой конфигурацией в нормализованных шумах около 2,5 градусов. При этом, если разогнать все вентиляторы на 100%, то температура держалась в районе 38,3 градусов выше комнатной температуры. Результат находится внизу нашей сравнительной диаграммы, но близок к результатам Thermaltake S200TG. Что я могу сказать в заключение? В режиме нормализованных шумов корпус достаточно плохо себя показал в стандартной комплектации. То есть у нас боковой приток воздуха и нету приоритизации охлаждения компонентов, поэтому самая оптимальная конфигурация здесь, скорее всего, А3. То есть где один вентилятор находится на кожухе блока питания, один находится у нас с боковой части, и таким образом он балансированно распределяет обдув, и у нас компоненты достаточно неплохо показали себя в температурных тестах. Не нужно забывать, что это корпус панорама. То есть, скорее всего, если вы покупаете этот корпус, то вы его будете ставить на стол. Потому что иначе какой смысл вот этих двух замечательных стеклянных панелей, которые находятся впереди и сбоку? Если он у вас находится на столе, то, скорее всего, шумы для вас это что-то очень важное. Но поскольку этот корпус бюджетный, то вы можете просто докупить несколько вентиляторов для оптимального охлаждения. То есть, например, купить еще несколько вентиляторов на кожух блока питания и, например, еще купить пару вентиляторов на верхнюю часть корпуса и таким образом оптимизировать охлаждение. То есть здесь никаких проблем нету. То есть, несмотря на то, что в стоке графическая карта действительно сильно нагревалась, вы меняете конфигурацию, и сразу же графическая карта хорошо охлаждается. Добавляете вентиляторов, у вас сразу же лучше охлаждение. То есть здесь действительно очень много вариантов сборки в этом корпусе. Это очень хорошо. Здесь очень хорошее качество сборки. И забудем про боковую панель, которая гнется легко. Она в любом случае стоит сбоку, и никто ее не трогает. Много интересных мест для крепления вентиляторов, много механических решений, очень хорошая комплектация поставки. В принципе, XR подойдет тем, кто хочет купить себе панорамный бюджетный корпус, но с возможностью доработки охлаждения. Это был Техштаб. Заходите на наш сайт и подписывайтесь на наш канал, чтобы получить больше обновлений. Оставляйте комментарии, какой корпус бы нам можно было бы рассмотреть в следующем видео. Спасибо за просмотр и до следующего раза.